В общественном центре города Якутска на практической конференции «Муниципальные закупки. Вехи развития и перспективы» были рассмотрены механизмы защиты от недобросовестных поставщиков. Какими способами в рамках действующего законодательства о контрактных системах могут воспользоваться заказчики в процессе проведения закупки, рассказала заместитель директора Центра профессионального образования Байкальского государственного университета Ирина Суханова. В рамках таких способов у нас есть антидемпинговые меры. То есть что такое антидемпинговые меры? В случае, если на закупке у нас серьезно снижена цена контракта больше, чем на 25%, то к участнику закупки предъявляются дополнительные требования. То есть заказчик в данной ситуации больше рискует, чем ниже снижена цена контракта, тем больше риски неисполнения данного контракта. Поэтому антидемпинговый механизм работает следующим образом. С участника закупки требуется повышенное обеспечение исполнения контракта, то есть гарантия исполнения контракта становится выше. Но какие есть проблемы, какие есть нюансы? Этот механизм работает не во всех закупках, работает только в закупках в форме конкурса, аукциона. У нас есть и другие закупки, которые применяются реже, но тем не менее это определенное упущение закона. Есть еще какая проблема? Что участники вместо обеспечения исполнения контракта могут предоставить, например, информацию о своей добросовестности. То есть информацию о том, что они ранее исполняли контракты, опыт определенный есть. Но тут другая проблема, что нет связи закупаемого объекта закупки с тем опытом, который представляет участник закупки. Основной вывод из этого доклада какой? То, что механизмы прописаны в законе достаточно слабо. И на самом деле госсектор, он очень серьезное влияние оказывает на экономику страны. Это большая сумма. В целом у нас закупки для госнужд, закупки для корпоративных нужд в сумме составляют до 30% ВВП страны. Поэтому развитие этой отрасли, развитие законодательства в сфере закупок, госзакупок, оно в целом благоприятно отражается на экономике нашей страны. И в данной ситуации, наверное, необходимо уже говорить о том, что настал тот период, прошло достаточно времени, что можно говорить о более тщательной проверке квалификации участников закупки. По словам эксперта в области закупок Ирины Сухановой, основной спектр развития системы закупок на ближайшие годы – это смещение фокуса на этап исполнения контракта. Так, помимо оформления и заключения контракта, необходимо его надлежащее исполнение и гарантия качества поставляемой продукции.